11 июля 1840 года у речки Валерик произошла одна из самых кровопролитных битв Кавказской войны между чеченцами и отрядами генерала Голофеева. Эта битва описана поэтом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, непосредственным участником боя. В известной его поэме «Валерик» генерал Голофеев вынужден был признать в своем военном журнале, что чеченцы отчаянно сражались, открывая со всех сторон против них убийственный огонь пехоты и артиллерии, и тем самым сделали все, чтобы успех их был сомнительным. По итогам этого сражения Лермонтов был награжден орденом Владимира IV степени. В общей сложности Лермонтов, которого сослали в действующую армию за поэтическое вольнодумство, на Кавказе провел почти 4 года. Здесь же, на Кавказе, 15 июля 1841 года он был убит у подножия Машука на дуэли, возникшей в результате спровоцированной ссоры с Мартыновым. В июле 1847 года хирург с мировым именем Пирогов принимает участие в осаде крепости Салты в Дагестане. Впервые в мировой практике применяет эфирный наркоз в полевых условиях. Проездом в Салты Пирогов остановился в крепости Грозная, в которой провел ряд показательных операций и обнародовал результаты своих наблюдений в области народной медицины. В книге Кулебякина, вышедшей в 1913 году, рассказывается о том, как казака Фролова, сына майора Гребенского полка, расположенного в Червенной, привезли в госпиталь. Ввиду гангрены хирург решил ампутировать ногу казака, но отец и его кунаки чеченцы забрали Власа домой, и чеченский лекарь Юсуп из Брагунов настоями истра вылечил казака. Впоследствии, пораженный искусством лекарей, Пирогов писал, что азиатские врачи на Кавказе вылечивали такие наружные повреждения, которые, по мнению наших врачей, требовали отнятия членов. Известно, что Пирогов ампутировал также и ногу знаменитого наиба Шамиля Байсангура Бенуевского. 15 июля 1916 года покрыли свои знамена неувидаемой славой офицеры и всадники ингушского и чеченского конных полков дикой дивизии, которые разгромили элиту кайзеровской армии. В результате блестящей атаки были полностью разбиты и перестали существовать считавшиеся до сих пор отборным германские части 46-й и 58-й прусских пехотных полков, которые прозвали «Железной дивизией». Атака войнавских кавалеристов явилась самым громким успехом в Первой мировой войне. Этот редкий пример атаки против отлично вооруженной пехоты стал предметом изучения военной науки и вошел в труды по тактико-оперативному использованию кавалерии против пехоты во встречном бою. В своей поздравительной телеграмме Николай II в этой связи отмечал, что в истории русского отечества не было случая атаки конницей вражеских частей, вооруженных тяжелой артиллерией. В июле 1920 года оборвалась жизнь первого чеченского врача по образованию Магомета Ахтаханова. Ахтаханов родился в 1893 году и прожил всего 27 лет. Успешно сданные вступительные экзамены в Ставропольскую мужскую классическую гимназию Магомету возможность учиться на так называемую горскую стипендию. Помог и отец, который, чтобы его жалование дало возможность сыну учиться, поступил на службу в армию. В 1912 году на деньги сельской общины Ахтаханов поступает на медицинский факультет Московского университета. Перед ректором за него ходатайствовало общество распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области. В мае 1917 года, получив звание врача, он вернулся в родное село Гойты и организовал в нем первый медицинский участок. Вскоре Ахтаханов назначается окружным врачом, затем исполняющим обязанности старшего врача военного госпиталя Грозного. В это же время он становится и одним из организаторов общества распространения просвещения среди чеченцев. 3 июля 1929 года Совет народных комиссаров утверждает титульный список высших учебных заведений, подлежащих открытию в текущем году. В этом списке значится и Грозненский нефтяной институт, которому в этом году исполнится 80 лет. Поначалу бывший нефтяной техникум был реорганизован в Грозненский нефтяной институт всего с 2 факультетами – горно-промысловым и нефтехимическим. В 50-е годы этот институт стал по праву считаться одним из престижных вузов страны. В 1989 году вуз уже насчитывал 8 факультетов, на которых вели подготовку по 16 специальностям. К этому времени в институте по всем формам обучения обучалось свыше 5000 студентов. Несмотря на то, что материально-техническая база института сильно пострадала в результате военных действий, его уникальный преподавательский коллектив в основном сохранился. Именно благодаря ему и возрождается былая слава этого учебного заведения. В
31 июля 1937 года по спискам НКВД по всем аулам и районам Чеченской Республики проведена так называемая генеральная операция по изъятию антисоветского элемента. Ликвидацией буржуазно-националистического клубка в Чечено-Ингушетии занимается заместитель Ежова Шкирятов. Шкирятов отдает приказ об аресте всех чеченцев и ингушей, являющихся членами Чечено-Ингушского областного комитета. Приказ Шкирятова распространялся и на всех чеченцев и ингушей от председателя правительства до председателя сельсовета. Всего в июльскую ночь в ходе операции по республике было арестовано до 14 тысяч человек, то есть около 3% общего населения республики. На всех был подписан один прокурорский орден на арест, на всех был один заочный суд, чрезвычайная стройка Чечено-Ингушского НКВД, которая и осудила всех по спискам, одних к расстрелу, других в концлагерь. Определить точное число жертв массовых расстрелов до сих пор не предоставляется возможным. 16 июля 1956 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о снятии чеченцев с учета спецпоселений и при этом установил, что снятие с учета не влечет за собой возвращение имущества, конфискованного при выселении. Из выселенных в 1944 году 520 тысяч чеченцев и ингушей к июню 1956 года в живых осталось лишь 239 тысяч человек. Депортация чеченцев и ингушей была одним из самых страшных преступлений сталинизма. В 1957 году Чечено-Ингушская ССР была восстановлена. После 13 лет ссылки войнахи устремились на родину. Однако процесс их возвращения и восстановления республики протекали болезненно. Реабилитация носила половинчатый характер. 1 июля 1989 года впервые за всю историю Чечено-Ингушской партийной организации Пленум Чечено-Ингушского обкома отверг предложенную кандидатуру Семенова и избрал первым секретарем обкома Чечено-Ингушской республики Доку Завгаева. В борьбе за окончательное оттеснение от власти старой верхушки партийно-советской номенклатуры объединили свои усилия все политически активные чеченские группировки. Номенклатура всех уровней, хозяйственные руководители, интеллигенция и неформалы. Претендовавший на пост первого секретаря обкома Дока Завгаев, он в то время был вторым секретарем, сумел заручиться поддержкой значительной части номенклатуры, которой он, по всей видимости, обещал реорганизовать управление республикой с учетом их интересов. В июле 2006 года журналист радио «Свобода» Андрей Бабицкий заявил, с каждым годом воевать чеченцам становится все труднее. Социальная база тех, кто скрывается в горах и лесах, становится хуже. Российские спецслужбы действуют все более эффективно. Силовые подразделения премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова тоже достаточно успешно работают. Крайне тяжелой задачей для боевиков становится даже приобретение оружия и еды. По данным антитеррористической комиссии Чеченской Республики, возглавляемой Рамзаном Кадыровым, в результате действий силовых и властных структур Федерального центра и Чеченской Республики только в 2007 году количество терактов на территории Чеченской Республики уменьшилось более чем в 3 раза.